Значит, обеспечение безопасности дорожного движения является одним из приоритетных направлений деятельности правоохранительных органов. Каждое дорожно-транспортное происшествие, повлекшее гибель либо причинение вреда здоровью граждан, требует принципиальной правовой оценки, тщательного расследования и устранения причин и условий, способствовавших его совершению. Прокуратурой города Сухум на постоянной основе осуществляется надзор за исполнением законодательства в сфере безопасности дорожного движения, законностью процессуальных решений по материалам ДТП, полнотой регистрации сообщения о происшествиях, качеством материалов проверки и расследования уголовных дел. Проведенный анализ свидетельствует, что основными причинами совершения дорожно-транспортных происшествий остаются превышение скорости, нарушение правил проезда перекрестков и пешеходных переходов, выезд на полосу встречного движения, управление транспортными средствами в состоянии опьянения, а также недостаточный уровень водительской дисциплины. Наряду с этим выявляются недостатки в организации дорожного движения на отдельных участках улично-дорожной сети и профилактической деятельности уполномоченных органов. Особое внимание требует качество оформления материалов по фактам дорожно-транспортных происшествий. Любые нарушения уголовно-процессуального законодательства, неполнота фиксации следов картины, несвоевременное назначение экспертиз и формальный подход к устранению причин происшествия отрицательно влияют на результаты расследования и не способствуют достижению задач уголовного судопроизводства. Прокуратурой города Сухум ориентируется работа в этом направлении, но безусловное соблюдение требований закона, исключение фактов волокиты, обеспечение полноты следственных действий и принятие исчерпывающих мер по возмещению причиненного ущерба. Считаю необходимым усилить профилактическую работу в этом направлении, обеспечить неотвратимость ответственности за грубые нарушения правил дорожного движения, провести обследование аварийно опасных участков, устранить недостатки в организации дорожного движения, повысить качество межведомственного взаимодействия и ежемесячно проводить анализ причин аварийности на дорогах в городе Сухум. Естественно, по итогам настоящего совещания нам будет необходимо принять конкретные управленческие решения, определить ответственных исполнителей и сроки реализации наших мероприятий. Естественно, исполнение принятых решений прокуратурой города Сухум поставлено на контроль. За 6 месяцев 2026 года в УВД по городу Сухум зарегистрировано 27 материалов по фактам дорожно-транспортных происшествий, по которым 18 человек были доставлены в лечебное учреждение, 2 человека, к сожалению, у нас умерло. Из фактов, по фактам ДТП, имевшим место в 2026 году, у нас следственным отделом УВД возбуждено 2 уголовных дела. Одно из них направлено в суд, а вообще за период, за 6 месяцев 2026 года следственным отделом возбуждено и направлено в суд города Сухум 13 уголовных дел. Из них, по части 1 263, это нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, 7 уголовных дел. По части 2 это в состоянии опьянения 4 уголовных дела. По части 3 это со смертельным исходом у нас был наезд со стороны водителя Амичба. У нас 1 уголовное дело направлено в суды. По части 4 это также у нас имело место наезд со стороны водителя дочери. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. Также данное уголовное дело было направлено в суд. Основные показатели цифровые были озвучены предыдущим докладчиком. Мне бы хотелось акцентировать внимание членов координационного совещания на том, что был проведен определенный анализ, и в ходе надзорной деятельности за указанными уголовными делами и материалами проверок. И хотелось бы обратить внимание на качественную работу следственных подразделений УВД и работников ГАИ. Мне бы хотелось, чтобы было особое внимание уделено составлению схем дорожно-транспортных происшествий, а также самого осмотра места происшествия, потому что это первые основные документы, которые берет во внимание судебный эксперт автотехники, и они кладутся в основу заключения судебной автотехники. И именно от этих результатов и зависит наша будущая судебная перспектива. То, что касается проблемных участков, у нас сегодня, по большому счету, весь город проблемный участок, все перекрестки. Каждый перекресток города сегодня является регулируемым либо светофором, либо дорожными знаками.
На каждом перекрестке фактически установлены дорожные знаки, определяющие главную дорогу и второстепенную дорогу. Их просто нужно соблюдать. Тут уже все то, что касается самих водителей, участников дорожного движения. На сегодняшний день, на самом деле, и работы по установке дорожных транспортных светофоров ведутся работы, проведены работы уже в городе. Замена старых светофорных объектов на новые светофорные объекты. Мы так установили на улице перекрестке Абумава, проспект Аяра, проспект Арзум, улица Джонуа и улица Дзидзаря. Замена полностью светофорного оборудования со всей линии. Заменили светофорное оборудование по улице Леона и проспекта Арзумба. В дальнейшем фактически хотим по всему городу все светофорные объекты, уже устаревшие, заменить на новые. Исходя из той информации, которая была вами озвучена, мне кажется, нам стоило бы обратить внимание на следующие детали. Нам, естественно, совместно установлено и анализ дорожно-транспортных происшествий, и материалы, которые были изучены нами, свидетельствуют о следующих нарушениях. Хотелось бы их озвучить, и вот начальник ГАИ, я думаю, данные показатели подтвердит. Что в основном нарушается водителями? Нарушение водителями скоростного режима. Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Нарушение правил маневрирования и проезда перекрестков. Выезд на полосу встречного движения. Использование мобильных телефонов во время управления транспортными средствами. Есть такое? Есть. Есть. Низкая дисциплина отдельных участников дорожного движения. Есть. Недостаточный уровень подготовки отдельных водителей. Нарушение правил перехода проезжей части пешеходами. Такие тоже были у нас обстоятельства по материалам. Недостаточная освещенность отдельных участков автомобильных дорог в ночное время. Уже их мало. Уже мало, но все равно имеются такие перекрестки. Отсутствие либо неудовлетворительное состояние дорожной разметки и дорожных знаков. Тоже о чем вы говорили, практически нет, но желательно освежить. Наличие аварийно опасных участков дорог, требующих дополнительное инженерное оборудование. То есть установка светофоров и искусственных неровностей. Естественно, недостаточная профилактическая работа среди населения по вопросам безопасности дорожного движения. Это, как правило, тоже в этой части работа, на мой взгляд, должна быть усилена. Что мне хочется далее сказать и подытожить, нашу сегодняшнюю такую работу. И хочу обратиться к начальнику ГАИ с таким предложением, чтобы усилить контроль за соблюдением скоростного режима на основных главных участках трассы. Организовать проведение регулярных рейдовых мероприятий по выявлению водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Ежесуточно. Активизировать работу по выявлению грубых нарушений правил дорожного движения. Обеспечить постоянный анализ аварийности с последующей выработкой профилактических мер. Касаясь администрации города, хотелось бы обратить внимание и порекомендовать, провести обследование аварийно опасных участков дорог, обеспечить восстановление и нанесение дорожной разметки на центральных улицах города, установить дополнительные дорожные знаки в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий, обеспечить надлежащее освещение автомобильных дорог, пешеходных переходов и перекрестков, рассмотреть вопрос об установке искусственных неровностей и дополнительных светофорных объектов в местах повышенной аварийности. Прокуратуре города Сухум в лице заместителя, естественно, взять на контроль и далее также в порядке надзора изучать материалы, дела, проводить анализ и принимать активное участие в решении тех задач, которые сегодня перед нами стоят в части обеспечения безопасности дорожного движения. Особое внимание также хотелось бы обратить на необходимость принятия комплексных мер по снижению аварийности на следующих направлениях. Это повышение дисциплины водителей. Что я имею в виду? Естественно, в школах надо проводить лекционные занятия в этой части. Это большую часть я обращаю внимание на заместителя прокурора, организовать, естественно, лекционные занятия. Потому что мы часто видим, как
даже вокруг 10-й школы, да, вот, администрация города Сухум непосредственно, да, вот, была организована, значит, работа по безопасности перехода, да, вот именно в утреннее время, там, в обеденное время мы видим концентрацию, большое количество автомобилей и пешеходов. Ну, как зачастую дети самостоятельно переходят. Но вот в этой части тоже вот работа была проведена, она дала свой результат. Да? Вот парковочные места, кармашки, вот, которые были организованы, они не позволяют вот, вокруг именно этих пешеходных переходов парковаться. И раньше это было как? Они, значит, блокировали пешеходный переход, и водитель не видел переходящего пешехода. Сегодня этот вопрос был снят, причина была устранена, и мы наглядно видим, как дает такой подход результат. Поэтому вот в этой части хотелось бы работу усилить. Также усиление профилактической работы среди населения, она должна проводиться. Я не знаю, скорее всего, баннеры должны, да, вот как минимум. И пресса. И пресса.